Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. «Авангард» одержал третью победу подряд над СКА континентальной хоккейной лиги. Счет 3-2. Матч проходил на домашнем льду победителей. В составе победителей заброшенные шайбы на свой счет записали Вячеслав Воинов, Кирилл Семенов и Павел Дедунов. У проигравших отличились Александр Барабанов и Юрий Лехтеря. Семенов забросил в меньшинстве. СКА в последних 5 матчах потерпел 3 поражения. «Авангард» набрал очки в 10 из последних 11 встреч в континенталке. В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» поднялся на второе место, набрав в 17 матчах 25 очков. СКА идет вторым на Востоке. В активе команды 24 очка в 19 играх. В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет с екатеринбургским автомобилистом. СКА днем ранее сыграет с нефтехимиком в Нижнекамске. Российские футболисты со счетом 6-2 обыграли команду Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр. Соревнования проходят в Дохе. В составе российской команды дублем отметился Федор Земсков. В финальном матче российские спортсмены встретятся с победителями полуфинальной встречи между командами Бразилии и Италии, которая пройдет позднее во вторник. Финальный матч состоится в среду, начало в 20:30 по московскому времени. Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду. Сборная Испании по футболу сыграла в ничью с командой Швеции со счетом 1-1 в гостевом матче отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года. Испанцы досрочно обеспечили себе участие в финальной части турнира. Сборная Испании стала 6-й командой, которая сумела обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в финальную часть турнира пробились команды России, Бельгии, Италии, Польши и Украины. Сборная Испании в 7-й раз подряд сыграет в финальной части европейского первенства. В последний раз испанская команда не смогла квалифицироваться на турнир в 1992 году. Испанцы являются трехкратными победителями континентального первенства. Четвертая ракетка мира Данил Медведев снялся с ВТБ Кубка Кремля. Россиянин отметил, что изможден морально и физически после победного турнира в Шанхае. Об этом теннисист заявил на пресс-конференции. Он подчеркнул, что не готов выходить на корт без стопроцентной подготовки. Медведев, посеянный под первым номером на московском турнире, должен был начать соревнования со второго круга. Отмечу, что Медведев занимает 4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он одержал 7 побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии Мастерс в Цинциннати, Шанхае. Также на его счету участие в финале открытого чемпионата США. Но в 5 сетах Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Турецкой футбольной федерации по итогам матчей сборной Турции против команд Франции и Албании в рамках отборочного цикла чемпионата Европы. 11 октября во время матча против сборной Албании игроки турецкой команды отпраздновали победный гол, приложив руку к виску, имитируя воинское приветствие. Как указывает ряд французских СМИ, таким образом они намекали на начало военной операции Турции в Сирии. Также футболисты праздновали гол в матче против команды Франции 14 октября. Был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с возможными провокациями и поведениями игроков национальной сборной Турции. Турецкая сборная занимает 1-е место в турнирной таблице группы H, набрав в 8 матчах 19 очков. Следующий матч турецкая команда проведет против команды Исландии 14 ноября. Президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино призвал к поиску новых средств борьбы с расизмом на фоне инцидента в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между командами Болгарии и Англии. В частности, он предложил ввести пожизненный запрет на посещение матчей. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и скидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась. После внесения изменений в дисциплинарный кодекс в июне ФИФА вправе применять санкции в отношении футбольных континентальных организаций и национальных ассоциаций по всему миру за проявление расизма. В связи с инцидентом в Болгарии ФИФА ожидает решения контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА, которая ранее во вторник возбудила дело в отношении Болгарского футбольного союза в связи с проявлением расизма на матче между болгарами и англичанами. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.